по-особому, с той минуты, как увидел я тебя. А утро красит. Шум на улицах синей, с добрым утром, милый город, сердце Родины моей. Кипучая, могучая, никем не победимая, страна моя, Москва моя, ты самая любимая. 7 августа, только в августе. Но сегодня особая тема. Сегодня мы посвящаем свой вечер не только Великой Отечественной войне, а общая тема «Берегите мир». То есть о войне, о мире и вообще о крови, которая льется даже у наших границ. Вы знаете, что позавчера случилось в Одессе, на Украине. И я прошу вас встать и почтить погибших минутой молчания. Мы их всегда помним и будем помнить. А начинаем мы, конечно же, с этих страшных минут, месяцев, годов войны, прошедшей войны, потому что ветеранов войны все меньше и меньше мы видим на своих улицах. И чтобы их постоянно помнить, давайте вспомним, что же тогда с 41 по 45 год было и на территории нашей Родины, когда мы отбивались от этой чумы, от которой сейчас отбивается Майдан и украинский народ. Пожалуйста. Николай Гастелло, Виктор Талалихин, Зоя Космодемьянская. Все это перед нами прошло. И те, кто сочинял стихи во время войны, и дети, тех, кто воевал, кто был в окопах, стихи сегодняшнего дня, сегодня мы тоже можем увидеть, кто эти стихи сочиняет. Для начала я приглашаю на сцену со своими стихами Ольгу Васильевну Онищик, пожалуйста. Весенними. Олег Викторович вызвал меня первую. Мне, конечно, трудно говорить, потому что я сама украинка и родственники там, и все. Не дозвониться, письма не послать. Действительно идет какая-то братоубийственная война. Не слышат никого, никаких народов, не слышат Шевченко, который призывал «Обнимитеся, браты мои». Не слышат. Я хочу прочитать стихотворение украинского автора, к сожалению, не нашла в интернете, чье это, то ли Максима Рильского, то ли Павла Тычины, стихотворение
вспомнила просто по памяти. Это великие поэты 20-го столетия, которые радовались за процветание своей Украины и которые ратовали только за мир между всеми народами. За мир в усьому світі, це значить за народ, за колоски налиті, за шум весняних вод. За мир в усьому світі, це значить за життя, за сонце в оксамиті, за матір и дитя. Я несколько лет уже хожу в клуб «Алый парус» и отношу себя к любителям поэзии, но несколько строк посвящаю великому празднику, который предшествует празднику 9 мая. Отец у меня воевал, прошел всю войну, 8 лет назад его уже нет. Дядя родной вернулся с фронта, раненый. Медицина была очень слабая, его не смогли спасти. Он умер, когда еще не закончилась война. Ну, мои такие строчки, то, что я могу на сегодняшний день. Цветущей весной каждый день, каждый год отмечаем праздник Победы 9 мая. Возлагаем цветы, кланяемся низко гранитным молчаливым обелиском. Героев чтим, погибших и живых, всяк час поражаемся мужеству их. И в унисон, как белые березы, роняем молча горестные слезы. Не выразить боль словами, в сердцах живых имена, как раны ушедших сынов дочерей великой страны моей. Праздничный глянет салют, и с бардами вместе споют любимые песни солдат, веселые толпы ребят, наследники славной победы, подпоют им отцы и деды, и пламя вечного огня, незабываемого дня. В учебниках не писали. Если мы про Талалихина знали, это, если кто не помнит, человек, который направил свой горящий самолет в этот самый, в поезд, то среди женщин, первая женщина была Екатерина Зеленко. Она в 1941 году на своем бомбардировщике Судьба направила после боя с мессерами, когда боезапас закончился, она в воздушном таране уничтожила вражеский истребитель и погибла сама. Дмитрий Комаров точно так же на своем танке на полном ходу протаранил немецкий состав, который вез на Западной Украине топливо и боеприпасы. Иван Федоров – это летчик, который сбил более 20 самолетов, даже больше. Николай Сиротинин. Когда, знаете, прочитал про Николая Сиротинина, я просто ошарашен был. Разве может быть такое? Оказывается, может. И даже есть соответствующие справки по документам, что это было такое. Дело было в Белоруссии, и в 1941 году, в июле, Оцкомбатом остался прикрывать отход наших разбитых войск. У них было 2 пушки, и они выстроили так, их поставили, что как раз возле моста получилось такое обширное место. И когда колонна немецких танков и с орудиями, с солдатами направлялась там, то они с 2 пушек ударили по переду и по заду. Прохода уже сзади и вперед, и взад не было. И тогда они стали разбивать. Немцы, естественно, открыли огонь, комбат был тяжело ранен, и Сиротинин стал из этих 2 пушек долбить их, немцев, от всей силы, потому что боеприпасов было очень много. Он не хотел отходить, отступать, как это комбат сказал. Вот. Что получилось в итоге?
Он уничтожил 11 танков, 16 бронетранспортеров, более 60 солдат. Когда у него закончились эти снаряды, к нему немцы предложили ему сдаться, но он взял свой карабин и стал отстреливаться. Все патроны закончились, но он был уже тяжело ранен, смертельно ранен, вот, и скончался там. Я одинока, чтобы у меня есть такие друзья. У меня сегодня еще 2 мероприятия, кроме этого. Я не могла, чтобы не прийти сюда, это нельзя. А я думаю, сейчас, я, знаете, впервые я не подобрала репертуар, но я думаю, что мы споем все вместе, правда? Микрофон, вас плохо слышно. Правда? Плохо слышно? Только от микрофона я опять его вкладываю. День Победы, да? День Победы. Поем? Как он был от нас далек, как в костре потушен таял уголек. Были версты. Ой, я не помню слова. Обгорелые в пыли. Юлечка, иди сюда. Этот день мы приближали, как могли. Это день Победы. Порохом пропал. Это праздник со слезами на глазах. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. За тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Пой, гармоника в юге назло, заплутавшие счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Что бы я без вас делала? Господи, спасибо вам. Алло, здравствуйте. Памяти павших отцов и старших братьев, памяти вечно молодых солдат и офицеров Советской армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием» Роберта Рождественского «Вечная слава героям» посвящается. Слышно хорошо? Слышно. Хорошо. Вечная слава героям, вечная слава. Слава героям, слава. Но зачем она им, эта слава, павшим, все живое спасшим, себя не спасшим? Для чего она им, эта слава, мертвым? Для чего она им, эта слава, мертвым? И бессмертные гимны, прощальные гимны над бессонной планетой плывут величаво. Пусть не все герои те, кто погибли, павшим вечная слава, вечная слава. Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым. Вспомним гордо и прямо погибших в борьбе. Есть великое право забывать
о себе. Есть высокое право пожелать и посметь. Стала вечной славой мгновенная смерть. Это мы говорим оттуда, из тьмы. Слушайте, распахните глаза, слушайте до конца. Это мы говорим, мертвые, стучимся в ваши сердца. Не пугайтесь, однажды мы вас потревожим во сне, над полями своих голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Мы и землю забыли, какой она стала земля. Как там птицы поют на земле без нас, как черешни цветут на земле без нас, как светлеет река и летят облака над нами без нас. Мы забыли траву, мы забыли деревья давно, нам шагать по земле не дано, никогда не дано. Никого не разбудит оркестра печальная медь, только самое страшное, даже страшнее, чем смерть, знать, что птицы поют на земле без нас, что черешни цветут на земле без нас, что светлеет река и летят облака над нами без нас. Продолжается жизнь, и опять начинается день. Продолжается жизнь, приближается время дождей, нарастающий ветер колышет большие хлеба. Это ваша судьба, это общая наша судьба. Так же птицы поют на земле без нас. Встречайте трепетную весну, люди земли. Убейте войну, прокляните войну, люди земли. Мечту пронесите через года и жизнью наполните. Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. Спасибо. Они погибли молодыми, казалось, жить еще и жить. Но чтобы остались мы живыми, пришлось им голову сложить. Им нет числа отцам и дедам, оставшихся в земле сырой, тем, кто ковал для нас победу, и не вернувшихся домой. Александр Рабин. Я приглашаю на сцену, и нам споет песню Антонина Тимофеевна Сурина. Пожалуйста. Мама нашего Юры Сурина. Я вам спою сейчас песенку про одну партизанку. Солнце жжет тихо долина, отгремел в долине бой. Где ж ты, дочка, где ж ты, Лина? Что случилось с тобой? Где ж ты, дочка, где ж ты, Лина? Что случилось с тобой? Дочь молчит, не отвечает, не выходит наперед, мать родную не встречает, ключевой воды не пьет. Мать родную не встречает, ключевой воды не пьет. Платье девичья измято, и растрепана коса, и недвижно смотрю ясно ее серые глаза. Мать сама глаза закрыла и поправила косу. Мать сама ее зарыла под Смоленскому лесу. Мать сама ее зарыла
отцу. Дорогие друзья, это все было очень, я смоленская сама. Еще вам спою одну песенку. На опушке леса старый дуб стоит, а под тем под дубом партизан лежит. Он лежит, не дышит и как будто спит. Золотые кудри ветер шевелит. Перед ним старушка, мать его стоит, слезы вытирая, тихо говорит: я тебя растила, но не сберегла, а теперь могила здесь, сынок, твоя. Точно так же. Ведь вспомните, еще когда поляков Костромской Иван Сусанин заводил в болото, чтобы утопить там, хотя и погибнул сам, я, например, знал, не знаю, как вы, об одном таком 9-летнем мальчике с Брестской области. Его звали Тихон Баран. Он распространял листовки с июня 1941 года. И вот в его деревню в 1944 году, деревня называется Байки, пришли каратели. Они сожгли дома, расстреляли жителей, а мальчику приказали вывести их к партизанам. Он тоже не знал ничего про Ивана Сусанина. Он повел фашистов такой же дорогой и завел их как раз в болото, в трясину. Называется стихотворение «День Победы», а написал Сергей Михалков. Спать легли однажды дети, окна все затемнены, а проснулись на рассвете, в окнах свет и нет войны. Можно больше не прощаться, и на фронт не провожать, и налетов не бояться, и ночных тревог не ждать. Люди празднуют победу, весть летит во все концы. С фронта едут наши братья и отцы, и смешались на платформах с шумной радостной толпой. Сыновья в военных формах, и мужья в военных формах, и отцы в военных формах, что с войны пришли домой. Здравствуй, воин, победитель, мой товарищ, друг и брат, мой защитник, мой спаситель, Красной Армии солдат. Пусть не пушки грохают, а ладошки хлопают, чтобы дети хохотом пробуждали лес, а не бомбы с грохотом падали с небес. Браво! Браво! Хорошо, да? У меня сейчас песенка немножко о другом. Не только ведь Великая Отечественная война была, но и война, глупая война в Чечне. Песня называется «Здравствуй, мама». Как бывает трудно нам, как проходит
нашей юности года в Дагестане идет война. Под шум взрыв гранат шагает наш отряд, там где-то далеко в горах стрельба. И под шум взрыв гранат и трассеры летят, и от разрыва вся дрожит земля. Взлетает вертолет, и мы идем вперед, и не отступим мы с тобой назад. Молодыми мы приехали сюда, в Дагестан, и сейчас идет война, не забыть тех суровых майских дней и лица погибших парней. Песня Великой Отечественной войны, наших веков, конечно. Знаете, люди, в году 41-м была война, как умирали люди за жизнь, свободу до конца. И кто-то тихо клянется, что долго не забудет войны, а кто-то ухмылялся. Пусть будет то, что будет, лишь день. Так помогите, люди, люди властные судьбой, построить этот мир, свободный от войн. Так помогите, люди, люди властные судьбой, построить этот мир, свободный от войн. Сейчас век 21, идет негласная война, взрываются люди, взрываются дома, плач матерей и плач детей, страх постоянный всех людей, но нам ни горе, ни беда, если рядом друг с тобой всегда. Так помогите, люди, люди властные судьбой, построить этот мир, свободный от войн. Так помогите, люди, люди властные судьбой, построить этот мир, свободный от войн. Ах, Беларусь, моя прекрасная страна, мир и весна тебе от прадедов дана, где я живу. Парю и вижу красоту за все тебя. Благодарю, благодарю. Так посмотрите, люди, люди властные судьбой, мы построили наш мир, свободный от войн. Так посмотрите, люди, люди властные судьбой, мы построили наш мир, свободный от войн. Одна наша военнослужащая, с которой я служила. Что? Да, да. Слышно, да? Стихотворение называется «Подводная лодка». Пришла подлодка из похода, замолкло сердце корабля, устало замерло у входа, пройдя суровые моря. Вот экипаж сошел на берег, спешат к любимым, тем, что ждут, за них волнуются и лодку своей соперницей зовут. Да и понятно, часть матросской любви нежной и большой по праву лодки достается, тот не моряк, то с ней чужой.
от непогоды, злого шторма не раз ныряла в глубину, делила радости невзгоды, и экипаж пред ней в долгу. Спит лодка, как дельфин уставший, но долгим отдыху не быть. Придет приказ, и вновь ей надо на стражу мира заступить. С этой базы, где я служила, служили на этой базе два таких великих человека, как наш командующий Алексей Николаевич Кузнецов, в честь него назван авианосец адмирал Кузнецов, и командир подводной лодки адмирал Чебаненко. Он тогда, когда я служила, был капитаном первого ранга. Вот что говорил Вольтер. Война превращает в диких зверей, рожденных, чтобы жить братьями. А еще раньше, в Древнем Риме, Квинтилиан заявил проще: уничтожишь деньги, уничтожишь войну. Но больше всего, конечно, поразил Альберт Эйнштейн. Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но Четвертая только палками и камнями. Я приглашаю на сцену с песнями Галину Степановну Щукину. Пожалуйста. Освещается солдатским вздохом. Разлилась заря вдали алым цветом, крик роняют журавли, бабье лето. Ах, журавки в сентябре, не кружите, вдов солдатских на заре не будите. Пусть они еще поспят до зарюю, хоть во сне своих солдат доцелую. Пусть забудут, что весна не вернется, паутинкой седина в косах вьется. А любовь свою они хранят в сердце свято, что закрыты двери хат, знают сваты, а любовь они хранят, в сердце прячут, и лишь в песне не молчат, с песней плачут. Но и как такой судьбой не гордиться, нам бы верности такой научиться. Разлилась заря вдали, в небе синем, не будите, журавли, вдов России. Разлилась заря вдали, в небе синем, не будите, журавли, вдов России. Не будите, журавли, вдов России. Зинаиду Павловну Гамадееву. Мы так долго ее ждали. Наконец, она среди нас и будет читать стихи. Пожалуйста. Здравствуйте. Сейчас только что прочитала эти слова моей песенки. Я, правда, не воспетая ничего. Не пришел с войны солдат, где погибла неизвестно, а вдове хотелось верить, он вернется, он живой. Ей все снилось, что любимый из войны домой вернулся, обнимал нежно за плечи, был веселый и красив.
две дочурки, две кровинки, по ночам часто слыхали, как рыдала мать в подушку и ждала домой отца. Ей все снилось, что любимый из войны домой вернулся, обнимал нежно за плечи, был веселый и красив. Годы быстро пролетели, не сбылось, как хотелось. Вдова рано посидела в одиночестве своем. Ей все снилось, что любимый из войны домой вернулся, обнимал нежно за плечи, был веселый и красив. И дорогою жизни слыла, Ленинграду в блокаду подмогой надежной опорой была. Везли поезда из Одессы в голодный в войну Ленинград и хлеб, и поддержку из прессы, которым был каждый там рад. Нельзя, чтобы немцы взорвали тот нужный до боли нам мост, и вновь партизаны вставали нести охраняющий пост. Завыла метель ледяная, колючий снег бьет по лицу, а дома дочурки жена молодая, да бегает пес по крыльцу. Камень, село недалеко родное, где немцев немало прошло, все увиденное, пережитое, печалью и тревогой на сердце легло. Фашисты лес повывозили, угнали красивых девчат, детей и женщин не щадили, куры яйком лего по дворам кричат. Как немцев на запад погнали, на фронт партизаны ушли, и больше их не видали, домой похоронки пришли. А было им где-то за 20, хотелось и жить, и любить. Их дети без них вырастали, пытаясь отцов пережить. Все летом лишь список у клуба погибших в войну на гранитной плите, да память живущих, как гуляли у дуба в довоенные годы солдатики те. Винтовку давали одну на двоих, ее подбирал тот, кто остался в живых. Покосы
Я не знаю, как еще сказать об этом. Дочь мой побуянил и прошел. Где-то там старуха мать седая ждет, чтоб к ней сынок ее пришел. Не придет, уж 10 лет минуло, голову одну лишь привезли, и она, не выдержав, уснула, так что добудиться не смогли. Ну что мы выиграли в войне? Погибших-то у нас вдвойне. В войне мы вовсе не играли. На нас они как псы напали. И мы тогда уже сказали, мы играли, значит победим. Хотя и жизни отдадим. Но кое-кто в войну играл. Быть может, выиграл, проиграл. Мы честно крест свой понесли. Мы от фашизма мир спасли. Как тяжело их было победить, победе кровью залита дорога. И невозможно этого забыть. Спасибо всем, кто малыми крохами, но приближал победный день как мог. Я не поэт, но хочется стихами сказать о тех, кто родину сберег. Народы мира, не забудьте дату. Что б стало с вами, если бы не мы? Все поклонитесь нашему солдату. Он спас вас от коричневых чум. Будем как солнце, забудем о том, кто нас ведет по пути золотому. Будем лишь помнить, как вечно к иному, к новому, к сильному, к доброму, к злому. Ярко стремимся мы в сне золотом. Будем молиться всегда неземному, в нашем хотении земном. Будем, как солнце всегда, молодое, нежно ласкать огневые цветы, воздух прозрачный и все золотое. Счастлив ты, будь же счастливее вдвое, будь воплощением внезапной мечты. Только не медли в недвижном покое, дальше, еще до заветной черты, дальше нас манит число роковое вечность, где новые вспыхнут цветы. Будем, как солнце, оно молодое, в этом завет красоты. Я вам хочу спеть стихи на слова Логинова Вячеслава. Это бывший командир Ту-134. Сейчас его нет в живых, конечно. Никогда не забыть эти годы, как на фронт из родимого дома вместе с дружным советским народом шли солдаты республики Коми, как смыть края врагов защитили, сберегли нашу землю, мы помним ваши подвиги, мы не забыли вас, солдаты республики Коми. Сколько их, что с последней гранатой шли на смерть, не позоря погоны, и добрались до дома солдаты, не вернулись в республику Коми. День победы, улыбки, слезы, на душе ликовали и стоны. Все прошли и жару, и морозы, ветераны республики Коми. Все прошли и жару, и морозы, ветераны республики Коми. 9 мая вспоминаем героев войны, кто погиб в ту войну, защищая сердце мирное нашей страны. Ветеранам всем многие лета, наслаждайтесь зарей расписной, пусть поют соловьи до рассвета, слава Родине нашей родной. Кто дожил до священной победы, воевал за отчизну мою, испытал все солдатские беды, погибал в опален, победил в опаленном бою.
ветеранам всем многие лета, наслаждайтесь зарей расписной, пусть поют соловьи до рассвета слава Родине нашей родной. Кто трудился в тылу, как на фронте, помогая победу ковать, о любви нашей русской трезвоте отстояли мы Родину мать. Ветеранам всем многие лета, наслаждайтесь зарей расписной, пусть поют соловьи до рассвета слава Родине нашей родной. Ветеранам всем многие лета, наслаждайтесь зарей расписной, пусть поют соловьи до рассвета слава Родине нашей родной. Здравствуйте, кого я не видел, достаточно давно. Вы знаете, мне сложно говорить по одной простой причине. Дело в том, что, значит, я как бы в себе аккумулировал несколько профессий. Одна из них журналиста, другая историка. Поэтому вот говорить о войне мне, как историку, не то что тяжело, а, понимаете, как говорил Аркадий Ракин, если не остановить, то это долго будет говорить. Поэтому говорить времени мало, и, кажется, не хочется вас тоже задерживать, хотя говорить есть о чем. Ну и как журналист я очень много повидал. Вот в этом году исполнится 50 лет моей журналистской практики, и сколько мне в жизни пришлось видеть всего, что, ну я не знаю, наверное, надо будет сесть и писать об этом. Так вот, я начну с войны. Я войну встретил именно 22 июня. Правда, не в 4 часа, как было объявлено в начале, а чуть попозже. Мы еще не знали о том, что в этот момент бомбили Брест, штурмовали Брест. Мы жили намного южнее, и поэтому мы этих первых выстрелов не слышали. Но мой дедушка был из военных в прошлом, он знал цену жизни, и он был еще, ко всему прочему, и революционером, и участником гражданской войны, и поэтому, когда началась война, он понял, спасения не будет. Поскольку он, ко всему прочему, еще работал в руководящей работе, он запряг 4 лошадей в бричку, посадил прабабушку, ей было 98 лет, бабушку и меня. И мы двинулись. Вначале, когда мы двинулись, нас было немного, но постепенно, двигаясь на восток, к нам начали присоединяться такие же люди, которые хотели спастись от немцев, и в конечном итоге собрался обоз около 300 подвод. Это я сам не помню, но мне запомнилось то, когда уже рассказывал еще при жизни дедушка. Так вот, чтобы, ну не то, чтобы было понятно, многие видели и кинохронику, знают, как немцы бомбили, обстреливали самолетов, перехватывали на мотоциклах, на танках, возвращали. Люди вначале уезжали, поворачивали, потом через некоторое время снова возвращались. И в конечном итоге, особенно бомбили сильно на переправах, из 300 подвод, бричек и прочего транспорта, на котором двигалась вот эта наша часть людей, до города, который был от того места, а мы же на границе жили, буквально в смысле где-то километров 7, добралось только 4 подводы. Из 4 лошадей у нас живой, и та была ранена, осталась одна. А представляете, сколько людей погибло за период этого движения. Потом немцы догнали, как говорится, город, оккупировали, дальше уже было бы смысл двигаться. В конечном итоге мы остались в этом городе, проживши всю оккупацию. Этот город назывался Кировоград. Вот я сейчас вспомнил, буквально не так давно, последний раз я слушал выступление Стрекалова Василия Ивановича, и он рассказывал о том месте, а это место оказалось очень недалеко от Кировограда, буквально в 35 километрах, город Знаменка. И если бы знал Василий Иванович, что в том месте, где он воевал, находился известный
правозащитник, который сроки отсидел, Солженицын. Он в то время командовал артиллерийской батареей. Он принял достаточно серьезный бой, и в этом бою его батарея разгромила немецкие танки, которые были спрятаны в высокой кукурузе. Василий Иванович не знает об этом, что они были рядом, буквально рядом с таким человеком. И в этой знаменке я был буквально не так давно, я сфотографировал на мемориале, который был посвящен людям, освобождавшим знаменку, человека, который остался один от целой роты, живой. Он узбек. Он каждый год приезжает туда на упоминание своих однополчан. И, кстати, Василий Иванович единственный остался из тех, который освобождал знаменку. Единственный в смысле живых. Почему? Потому что из всех, где-то в позапрошлом году умер последний, который освобождал знаменку. Вот Василий Иванович у нас, так сказать, легендарная личность. Вот. И хотелось бы еще пару слов сказать. Вы знаете, что я во время войны встретил двоих человек, которые потом, спустя очень большой промежуток времени, встретились со мною совершенно случайно, в разных концах нашей России. И они меня вспомнили, потому что обстоятельства этих встреч были такие, которые ставили в ситуацию и меня, и этих людей, такую, что они не могли этого не запомнить. Мною было в газетах это описано дважды, в разных газетах. С одним я сфотографировался. И последнее. Значит, в этом году, в прошлом году я тоже провел 2 выставки. В этом году идет продолжение, выставки будут в Обячево, но 22 июня будет выставка в драмтеатре. Выставка ветеранов войны, которых я фотографировал на встрече в парке Горького. Я 7 лет туда ездил и там присутствовал на этих встречах. Вот там я встретил того последнего, который освобождал наш город, и мы там с ним как-то, обстоятельства, это потом я вам расскажу, если придется. Значит, это тоже уникальная встреча, человек, и об этом я писал, и об этом потом, если будет возможность на встрече на этой выставке, я об этом буду рассказывать. Выставка будет где-то часа в 3 в драмтеатре. У меня все. Спасибо за внимание. И снова стихи. Не могли быть на фронте солдатами. Только песня до нас фронтовая дошла, рассказать про землянку военную, как страдала на фронте поэта душа, вспоминая любовь незабвенную, как средь шума и воя Великой войны он письмо написал для любимой, много ласковых слов для любимой жены он отправил в конвертике синем. Его строчки дошли, получила она, со слезами твердила, ждать буду. Композитору в руки попали слова и запели землянку повсюду. Спокойно в своих домах, не ведая о том, что завтра начнут, значит, там сжигать заживо в домах, в этих дом профсоюза полностью сожжен. И весь интернет буквально кипит стихами об этом происшествии. С негодованием пишут поэты, гибнут поэты там, в этом доме профсоюза. В общем-то, стихи идут очень серьезно. Да? И все-таки у нас вся надежда на мужчин. Вся надежда на вас, дорогие мужчины. Безопасность и щит вы несете в руках. Мы попросим с поклоном, будьте едины, если к родине нашей приблизится враг. Как сегодняшняя встреча называется у нас «Берегите мир», я хотела бы, когда мы будем заканчивать, об этом знаю, кто это значит, Олег Викторович, встать стоя и спеть гимн «Люди мира» на минуту встаньте, когда он даст нам команду такую. Я попросила. Спасибо за внимание. Не вернулся из боя, мне не стало хватать его только сейчас, когда он
не вернутся из боя. Как часовые отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Слушайте, слушайте, гудит со всех сторон, это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон, колокольный звон, это возродилась и окрепла. Медленно жулит праведная кровь, это церкви живи светла. И восстали вновь, и восстали вновь, и восстали.